Доброе утро, здравствуйте! Сегодня суббота, 19 февраля. В эфире канала «Россия-Башкортостан» семейное шоу «Говорит и показывает Уфа». Столько приятных эмоций мы получаем от общения с приятными и трудолюбивыми людьми. Именно такие люди живут в Куюргазинском районе, куда мы снова приехали, чтобы познакомиться с ними поближе. Сегодня мы в Куюргазинском районе, где живут самые гостеприимные люди. Выпуск «Руссо туриста» про праздник гусиного пера посмотрели в разных странах мира. И, судя по отзывам, многие захотели приехать сюда, чтобы принять в нем участие. Такая же история про теперь уже международный праздник – фестиваль «Платок. Символ мира», который зарождался именно на этой земле. А еще между селами района каждый год кипят нешуточные страсти. За право получить титул «Трезвое село». Получив его, гордятся и сообщают гостям уже на пороге. Вот этот знак как бы напоминает о том, что местные жители не уважают алкоголь, зато уважают здоровый образ жизни, театр, музыку и традиции. Передача стандарта и приз, который заслужили жители Якшимбетова. Люди – вот главное достояние этой земли. Земляки очень активно Якшимбет помогают, потому что я на самом деле хочу сказать, что вот село Якшимбет не случайно победило в этом конкурсе. Очень энергичные, инициативные и очень ответственные люди, и в том числе выходцы с этого села. И проект «Атайсал», который был объявлен главой республики, нашел широчайшую поддержку. Вот мы сейчас приближаемся с вами к этому прекрасному сосновому саду. Там более 200 сосен посажено. Это выходец из нашего села Якшимбета Фируза Бекмаева. Она сейчас живет в Испании. Выделили средства они и сделали этот прекрасный сад. 200 сосен, 200 сосен было посажено, и это на этом они решили не останавливаться. В планах этого года реконструкция и капитальный ремонт мечети, которая здесь находится. Кроме того, у нас выходцы из села, такие как Марат Азнабаев, наш знаменитый врач-офтальмолог, и депутат Госсобрания Разуля Хисматуллина, 200 метров забора школу огородили, выделили свои средства, личные, что называется. То есть выходцы с этого села очень сильно поддерживают свое родное село и малую свою родину Атайсал. Это очень важно, и это действительно здорово. Молодцы, так держать. Здорово. Наверняка многие думают, что заняться, если живешь не в столице или большом городе, нечем. Вот у куюргазинцев таких вопросов, кажется, не возникает. Юлай Талкович, многие говорят, что на селе делать нечего, кроме как пить. Вот, а глядя на ваших земляков, понимаешь, что в театре играют, скотину выращивают, Инстаграм свой ведут, мероприятия организовывают. Ну, на самом деле, все зависит от людей. Вот в Якшимбете живут энергичные, инициативные, добрые, отзывчивые люди. Знаете, вот это как вот каждый находит все, что ищет. Кто-то ищет водку, а люди тут ищут театр. Люди выращивают скот, у них своя мельница, они перерабатывают зерно, масло давят, за окружающей природой следят, сады сажают. Понимаете, дух вот этот вот здоровый, который в этом селе живет, он прямо вот на всех покрывает. Как думаете, на что местные жители потратят 50 тысяч, которые они выиграли вот в вашем этапе конкурса «Трезвое село»? Ну, речь идет об обновлении компьютер хотят купить не себе, да, потому что без компьютера сейчас, конечно, никуда. И соцсети, и инциденты, это все нужно компьютер. Ну, и мы надеемся победить в республиканском этапе. Мы будем вас поддерживать. Я думаю, что после нашей программы люди увидят, что это за Якшимбетово такое, обязательно проголосуют. Поэтому я надеюсь, что в декабре Алла Берса «Трезвое село» по республике будет именно Якшимбетово. Да, мы будем за это бороться изо всех сил. Да, удачи вам. А у меня же подарок еще, подождите. Потому что у вас здесь такие ветра, и я думаю, что вот, чтобы шарф наш Башкортостан-24 и шапка, вы же такой сильный глава, понимаете? С шарфом, да, чтобы вы вот так вот утеплялись. И красиво, чтобы вас было видно отовсюду. Тем более интернет у вас везде тут есть, чтобы и Башкортостан-24 вы везде смотрели. Здесь есть даже свой собственный театр. И это его закулисная часть. Да, именно театр. Так самодеятельные артисты называют свою студию и к творчеству относятся очень серьезно. Мы побывали на генеральной репетиции.
Давайте пообщаемся с артистами и художественным руководителем Расилем Сенбулатовым, который родился именно здесь, а сегодня работает в Стерлитамакском театре и имеет прекрасные рекомендации, а самое главное – желание приезжать к себе на малую родину. Расиль, ну как вам удается совмещать свою основную работу, съемки и работу в большом метре, в кино, и еще и приезжать на свою малую родину сюда, в Бекшимбетово? Ну, если честно сказать, у артистов времени вообще нету. Мы распределяем время заранее. У нас репертуарный план за месяц делается, и мы распределяем время. У меня какой график, я сюда отправляю, Ермолаева отправляю, и они смотрят под меня, подстраиваются. Я приезжаю. То есть все серьезно? Да, у нас все серьезно, да. Вот вообще вот эта «Озорная молодость», спектакль, я учился технику культуры в Стерлитамаке, 98-2001 год. У меня дипломный спектакль был. Вот 20 лет, через 20 лет этот спектакль восстановили. То есть заново сделали. Вот. Очень, ну, если по мне, очень хорошая комедия, всем людям нравится. С аншлагом идут этот спектакль у нас. Веселая, музыкальная, национальная комедия. Да. Но актеры какие замечательные. Да, вообще у нас деревня Акшимбетово, у нас все талантливые люди. У нас Федот Галеев с нашей деревни, Тагир Искандаров, Рауф Сальтяшев. Вот у нас такие талантливые люди. И ваша молодежь, вот... Познакомьте нас с ребятами. Девочки, здравствуйте. Вам Здравствуйте. сколько лет? Вы чем занимаетесь вообще? По 14 лет. Вы школьницы? Да. Хорошо, а вы? 8 лет. Вы преподаватель английского языка, насколько я Нет, знаю. башкирского. А, башкирского языка? Английского языка это вы, да? Ну, Главная героиня. знаете, да, и транскрипции, слова разбирать, и принимать участие здесь. Вам для чего вообще это нужно? Для души. Для души? Конечно, отдыхаем мы здесь. Так. А как ваши близкие относятся к тому, что вот помимо дома у каждого еще и хозяйство большое, у вас уроки, у вас проверка уроков, еще и время на спектакль тратите? Успеваем, стараемся. Когда спектакль они играют, они забывают обо всем. Личные проблемы, личных хлопотов нету. Они только в спектакле играют спектакль. Все отлично у них получается. Так что надо чуть-чуть забываться от домашних хлопот и заниматься здесь. А еще местные жители очень любят спорт. Причем, как видите, не только молодежь. Часто вы так ходите? Каждый день ходим. Каждый день? Да, конечно, каждый день так. А откуда вообще это увлечение скандинавской ходьбой у вас появилось? Это здоровье. Так. И мама вас поддерживает, да? Поддерживает нас. Да. Ну вы сами-то ходите вот... Я каждый день. Альхамдулилля. Да? Ну, Все здоровый вместе. образ жизни, это Здоровый сунна, у вас даже да, написано. да, это, у нас да, на сунна. воротах мечети. На тренинг все ходят. Каждый из нас хочет в своих делах совмещать полезное с приятным, так ведь, да? И поэтому мы сегодня запускаем акцию в рамках трезвого села «Баракатные шаги». Что это? Это значит, вот мы 5 раз идем в мечеть, да? Намаз читаем. Так. Так ведь? И за каждый шаг мы, идя в мечеть и возвращаясь домой, нам Всевышний дает благо. Ага. И вот мы в рамках вот этого проекта хотели запустить акцию благодаря скандинавской ходьбе. Вот у нас же сестры мусульманки, альхамдулиллях, будут идти, иншаллах, идти в мечеть, читать намаз и за это еще получать здоровье. Так пусть Всевышний Аллах нам даст благо в вашем селе Бекшимбетово, да, и благодаря Всевышнему мы здесь сегодня собрались, благодаря Всевышнему вы здесь сегодня, и мы всех вас призываем к здоровому образу жизни, жить в дружбе, в мире и в согласии. В рамках этого запуска нашего акции хочу пройти с нашими односельчанами, да, с нашими мусульманками благие шаги. Ну все, хайр-лиюл. Спасибо. Ну вот это действительно очень важно. Вы сказали о том, что и физическое здоровье, и духовное здоровье здесь вперед. Да? К счастью, к здоровью, к благополучию. Все то, о чем мы говорим в рамках сегодняшнего выпуска нашей программы. Вперед, мы за вами. Приятно идти, приятно видеть. В дни Пекинской зимней Олимпиады местные жители смотрят соревнования не только по телевизору. Как видите, это не какой-то там деревенский хоккей,
а почти серьезная молодежная команда. У ребят есть даже своя форма, название и главный тренер. Сегодня на льду, правда, без коньков удалось постоять даже мне. Вот он, якшимбетовский хоккей. Команда «Искра». Привет, ребята. Привет. Физкульт, привет. А почему вы не в школе, кстати? А? Закончилась школа. А тренировки как часто проходят? Каждый день? А летом? Нет. Летом-то каким спортом занимаетесь? Футбол. Футбол? Ну хорошо, у нас на воротах там. Как тебя зовут? А? Фанис. Фанис. А где у нас шайба? Попробуем забить для того, чтобы вы продолжили тренировку. Давай, пасуй мне. Только легко. Подожди. Надо было... Смотри, не зря они тренируются здесь каждый день. Слушай, ну ты бы хоть поддался. Вот молодец. А еще местные жители, трудолюбивый народ, и детей своих приучают к этому с самого рождения. Тебе сколько лет, Давид? 1, 2, 3, 4, 5 и 1. 6. 6 лет. Давиду 6 лет. И вот этот трактор, это не игрушка, между прочим. Ты правда умеешь им управлять? Давай, заводи. Вот так нужно помогать родителям, как Давид. Вот такая семейная ферма, где трудятся сразу 3 поколения. У семьи Бекмаевых 60 голов. Это и лошади, и крупнорогатый скот, и вот такие, посмотрите, еще совсем юные телята, на которых так приятно смотреть и делать фотографии. Но для того, чтобы вы понимали, Якшимбетово – это не только танцы, песни и культурная насыщенная жизнь. Это еще и большая работа и замечательные трудолюбивые люди. Про фермеров и фермерские продукты сегодня любят говорить чиновники. А нам захотелось посмотреть, как обычный человек, ну, вместе с сыновьями, например, организовал производство подсолнечного масла. Сколько обжариваются эти семечки? 20 минут. 20 минут обжаривается. Сейчас закрываю. Так. Надо мне закрыть. Ага. Потом насыпаю ведро. 3 ведра сыпаю. Прихлопнули, поставили под пресс, да? Да. Я, честно говоря, такого еще никогда не видел. Посмотрите, да? Сейчас попробуй. Пресс, который мы положили, отжимается, это масло. Да. Вот попробуйте сейчас. Смотрите. Я так еще масло никогда не пробовал. Смотрите. О. Не хуже, чем в Италии, во всяком случае выглядит. Можно еще соль насыпать вообще. Закуска будет. Но слово. А если вина еще попал, то это же пресный слов, поэтому только подсолнечное масло. Масло – это же безотходное производство. Безотходное производство, да. И вот этот шмык, Шмых. который остается. Да, скотина кормим. Вот так вот. А вот это уже мука. Тоже собственного производства. Молодцы. Кстати, в Европе все, что сделано фермерами, стоит гораздо дороже. Экологически чистые продукты – это всегда забота о здоровье. Кстати, про экологически чистые продукты. В этом жителям деревень и районов можно только позавидовать. Посмотрите, какой праздничный стол. Все свое. Да и повод очень важный. Нас пригласили в гости по случаю обряда обрезания. Обычная мусульманская традиция. А вот и главный герой. Первый мальчик в этой семье, так как до него у родителей были только девчонки. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Такие поездки и знакомства с людьми делают нашу программу настоящей. Поэтому всем местным жителям хочется пожелать мира и здоровья. Спасибо, что это субботнее утро вы начали вместе с нами. Берегите свое здоровье и до встречи. Лаверса уже ровно через 1 неделю на канале «Россия-Башкортостан».